представить уже? Музыку ставим, да? Сам представлюсь. Меня зовут Юнус Руслан, и я создатель самого крупного башкирской музыки ВКонтакте, сообщества «Музыка в Алматы». Идея создания этого проекта у меня пришла после того, как я создал, у меня была группа башкирских рэперов, это было до проекта «Музыка в Алматы». Потом появилась идея собрать всю башкирскую музыку в одно место, то есть те, которые существовали в ВКонтакте. И где-то в январе 2013 года создал, и все началось с этой точки, то есть полтора года назад. Сразу нацелился я на создание, то есть на дизайн с первых, то есть как только начал выкладывать контент в сообщество, то сразу стал делать дизайн постов, и, наверное, это привлекло какой-то подписчиков. Один из дизайнеров, которых есть у меня сейчас ВКонтакте, то есть в группе «Музыка Луна». Чем же привлекать аудиторию? Основной вопрос создателей групп ВКонтакте. Я думаю, что в первую очередь это дизайн, в вторую очередь это уникальный контент, то есть тех, у которых нет. То есть если у тебя есть какой-то такой уникальный контент, который ни у кого нет, то у тебя сразу уже тебя подтянутся, подпишутся, дальше будут ждать таких постов и так далее. С января 2013 года мы развивались так, то есть искали контенты, то есть музыку выкладывали, люди приходили, подписывались, и за год мы где-то раз выросли на 14 тысяч подписчиков. Это очень хороший результат, потому что я знаю только одну группу, которая тоже так выросла. Вы тоже знаете, наверное, это Ямбай. Группа Ямбай. Вот. И хочу сказать, что уже прошло 6 месяцев, с того года. И аудитория тоже выросла почти на 2 раза. То есть это говорит, что люди, которые подписываются на мой паблик, то есть находят, наверное, что-то интересное там, и туда подписываются. Я сам, я говорю же, я в первую очередь занимался, когда ВКонтакт появился, начал сперва смотреть группы, которые уже были созданы, потом создал сам, она называлась «Башкирский рэп», некоторые, может, знают, можете узнать. Но там стал выкладывать то же самое, то, что делал паблика «Музыка Луна», я то же самое делал и в Башкирцаре. Потом стал изучать дикие разметки,
есть такая функция ВКонтакте, где можно создавать различные вики-страницы. И это уже я изучал в группе Башкортсарэп. Потом, я говорю же, в январе у меня появилась идея создать именно башкирскую группу музыки. И создал. Деньги я не зарабатываю пока. Цель проекта показать, то есть собирать в одно место всю музыку, которая есть башкирскую музыку, и показать людям. Там еще интерактивность. Сейчас вот то, что там ВКонтакте же нет запретили, что башкирская продажа не попадает. После обновления ВКонтакте, да, получается, что ты послушаешь там пару секунд, да, и тебя отправляют на iTunes. Башкирскую музыку. Ну, в основном не все башкирские музыки. Не все башкирские. Ну, я смотрю, какие-то попадают, какие-то не попадают. Он даже ты мне отправлял какую-то там новую композицию. Я 5 секунд поигралась, я отправил на iTunes. Я думаю, ничего себе, сразу на iTunes выложил. Не, на самом деле мобильную идет, если она показывает. Можно слушать пиратские версии. Да. Нет, в основном, если посмотреть с другой стороны, то можно их скачивать и собирать в себе фонд. Но в конце нужно создать сайт и выкладывать. У тебя как проблемы с правом? Ну, я, собственно, не сталкивался с этим, потому что они сами выкладывают. Меня это не правда. Что еще хочу сказать? Как появилась, как я говорил, что изучал вики-разметки ВКонтакте, функция. У меня появилась идея создать меню группы, то есть вот она сейчас у вас можете увидеть. То есть можно искать песни и автор, то есть исполнителей по алфавиту, и можно в рубриках найти список или коллекцию песен, то есть по различным рубрикам. А как конкуренты же есть на башкирской эстраде? Как выделить аудиторию? Очень большая Башкирская эстрада, она, я думаю, я как-то смотрел на статистику, у них аудитория молодая, где-то от 18 до 21 лет. А у меня, когда я смотрел, вот это за месяц, можете увидеть, что у меня в основном там от 45 до, или от 35 до 45 лет. И этим отличается, наверное. Потом все да, очень касательно. А еще... А вот здесь, по-моему, какое-то радио даже, да? Так, насчет радио. Как только я узнал, что можно поставить радио в сообщество, сначала создал свой, но как времени не было на это уделять. Потом стал общаться с Фатихом, диджеем. У него есть сейчас огромная, хорошая такая башкирская современное радио, называется Башкортпати. И согласились с тем, что я поставил у себя в сообщество. Сейчас можно слушать оттуда, хотя специальное приложение есть.
Аудитория радио какое? У меня в группе она не очень большая, где-то в день 20, 50, 60 человек слушают. А песни там какие? Песни какие? Молодые, старые? Песни современные, клубные, попсовые. Ну, попсовые. Радио. Просто я что заметил, то, что у нас в башкирских радио там Ой, Потихое, радио Юлдаш Нью, у вас практически одни и те же песни играют. Ну да, но я свой закрыл уже. Сегодня закрыл, да? Я свой закрыл. Закрыть. Слава, ты дизайн такой красивый у нас был группы, очень сладкий вообще. Когда это логотип придумывал, что там за смысл? Ну, с точки дизайн, насчет дизайна. Приятный. Да, он сразу привлекает. Уникально. Как контент. Так, я из одиноких волков. Сами дизайнеры, сами модераторы, сами дизайнеры. Дизайн начал изучать не так уж давно, где-то год назад. Меня интересовали работы Артура Батыршина, который сейчас был сооснователем Башар. После того у меня появился вкус какой-то. Они тоже мне это советовали, где смотреть, что копировать. Потом стал изучать Photoshop и заодно CorelDRAW. И вот и все. А это у тебя на CorelDRAW или на Photoshop? Логотип, когда придумал логотип, я использовал CorelDRAW, а в основном использовал Photoshop. Потому что более простой. А ты на кого учишься? Да, путешествие он самый что? Он как раз может. Какая специальность? У меня нанотехнология. Нанотехнология. А какой университет еще раз? Мотив. Руслан, можешь ответить на вопрос? Вообще, как ты уже говорил, мне кажется, что реально высокий интерес к музыке. То есть вообще если брать интересы разных людей, конечно, в Рунете тоже высокий интерес есть к музыке, но согласно моим данным, очень высокий интерес. То есть если брать основной круг вопросов, там в топ-5, даже может быть в топ-3 для людей музыка. Как ты думаешь, с чем это связано? И по состоянию, по сравнению с текущим состоянием, возможен ли какой-то рост и вообще как это все может быть? Башнете. Нет, я имею в виду музыкальный сегмент. Мы все слушаем музыку, конечно. Это ясно. То, что сейчас все копируется и выкладывается в торрент или в остальные сайты, это, конечно, беспокоит лейблов и самих артистов, которые исполняют это. И, наверное, ухудшают продажу музыки. На дисках и на других устройствах. Сейчас началась тенденция, то есть рост на электронную продажу музыки, как iTunes, звук, Яндекс.Музыка и так далее. А башкирские вообще артисты представлены в iTunes или Яндекс.Музыке? Я сейчас скажу. То есть можно
будет бесплатно слушать. Просто если хочешь закачать себе или скачать, нужно будет платить на абонемент на месяц или на год. В общем, в Башкирии, то есть в Башкортостане, артисты, они либо отстают, либо им неинтересно, что ли, выкладывать и продавать свою башкирскую музыку в интернете. Они зациклены только на гастроли и только этим, наверное, зарабатывают себе. Но по моим данным, пока никого нету в iTunes из башкирской эстрады. Всех закачать, да, продавать. На самом деле я тоже хочу отметить то, что я же помню, что мне дал ссылку на 60 гигабайт, да, песен. Да. Я это все выложил на продажу и... Умно. По алфавиту там. И ни одной покупки не было. Люди, они качают, они бесплатно качают. Никто не покупает, народ не покупает. Перенасыщенность. Что, радио есть куда, что ли, какое-то дело? 60 гигабайт это башкирская музыка, да? 60 гигабайт башкирская музыка, да? Да. Мне кажется, надо ориентироваться на регионы, где нет гостелевидения, например, Челябинского, может быть, ты там, вот, например, можно же делать рекламу, когда ты заходишь, там, так заказывал рекламу, используешь. Таргетировано, да? Нет. Сначала пробовать складывать. Не знаю. Ну, еще многие идеи. Как идет процесс создания битов? Отдельная тема. Платно. А у тебя есть какие-нибудь еще проекты, которые ты хочешь воплотить? Ну, мы сейчас с Илдаром работаем над проектом, который Там связан совместные, да? с музыкой. Ну что, вот какой-то проект, да, наверное, что вы хотите объединить, там, да, группы, разрозненные, что-то. А попытка была же? Да. Ну, Не хотят объединяться. не, на самом деле взаимодействие администраторов, в принципе, как бы уже есть. То есть оно, конечно, не в формате одной группы просто происходит, но как бы узлы уже как-то есть. А другой какой-нибудь группой заняться неохота, ну, в смысле, который, допустим, почему какую-нибудь большую сделать? Ну, Особенно, это, допустим, для заработка. смотря, мне сейчас на это времени пока. С другой стороны, это надо еще начальный капитал, естественно. Да нет? Но сейчас надо, тогда нет. Сейчас больше тематических групп, поэтому правда группы, выбраться из этого нищего, не знаю, это долгое время найдет. Есть еще кому-нибудь вопрос? Усману. Если будет, мы посмотрим, может спросить. Это по аудиозаписи или по стене? По исполнителю. То есть по стене, которые по стиле. Да. И так можно, короче. То есть можно зайти в аудиозапись, там тоже. То есть все, что на стене, есть аудиозапись? Да. Я сперва выкладываю в аудиозапись, потом оттуда на стену. А это через какую программу посоветуешь скачать? Это потом. За кулисами. Таких много. А в Яндексе они высвечиваются? То есть я только ВКонтакте могу эти песни найти, или еще в Яндексе? Я только контакт. Я искал, но в Яндексе не нашелся. Даже группы не нашли.